Так, ребята, началась гравийка. Сразу как с границы. Километров 20-30, наверное. Гравийки будет с подъемом. Сейчас спуск у нас сильно не отпускает. Да, говори. Смотри, там на подъем пойдешь, на твоей полосе 4 машины висит. Если пойдешь, хвостиком иди. Все, понял, спасибо. Там у тебя тоже машин много висело. И в сторону этого, как бы, в Тынды висело, и сюда на Нерюнгри. Все, спасибо. А там хоть посыпано или что? Посыпано, но на хвостиком иди. Главное, чтобы встречки не было. Все, понял, буду кричать. Спасибо, давай, удачи. Давай, тебе тоже удачи. Так, ну вы сами все слышали. Вот про этот подъем-то я и говорил. Там еще ЖД мост, по-моему. Мы под ним проезжаем. Эстакада, или как ее правильно назвать. И вот, и там получается, ты с поворота выходишь, и сразу чих, подъем идет. То есть и не разогнаться. Вот тут вот я смотрю, вообще не посыпано. Была бы камера, которую я купил, было бы удобнее. А так, считай, в таких условиях, ну, сами понимаете, не очень удобно записывать. Снега просто уже сугробы. Вот, и после этого подъема у нас практически все там до Нерюнгри. В самом Нерюнгри там тоже крутые, но там в городе-то посыпают. А после Нерюнгри Тит, и после Тита у нас в принципе все, и можно там выдохнуть, как говорится. Там уже как бы не такие сильно крутые будут подъемы. Понятное дело, залипнуть-то можно и везде, умеючи, ну, подвиснуть. Но как таковых основных вот два сейчас в Амурской области, сейчас вот в Якутию уехали. Вот этот первый подъем, потом Тит. Ну и еще парочку. Вот надо сейчас посмотрим, запомнить. КамАЗик идет. Ой, бляха, ты че так заносит от тебя? Пугаешь. Так, ну вот, все, сейчас подъем. Сейчас будем кричать в рацию. По-моему, сейчас будет или чуть дальше. Вот ручей Якут. Нет, не сейчас, чуть дальше. Или сейчас? Нет, не сейчас. Сзади никого. Вообще не посыпано. Ну, вернее, посыпано, но мало. Поболее это надо здесь. Якутский асфальт. Снег так утрамбован, что как этот. Ну и наждачный он получается, как наждачка такая. Мелкая. Бывает крупная. На легковой это вот проблематично. На фуре так еще ладно с такими. Ой, блин, а что я заболтался-то? Газу надо давать-то, ёпана мать. Так, ребята, ладно, сейчас включимся. Висело. Сейчас мне не встать. Давай, мой родной. Вот еще один. Потянем мы его. Сейчас еще один висит. Ребят, на Тынду, если кто спускается, попридержите, обойду машину. Дружище, там нету спереди? Вот стоишь один. Нету, пока нету встречки, парни, пока нету. Блин, механика включилась. Ай, автомат, как так-то, блин? Случайно нажал. А, вот две машины. Блин, я на 8-й хотел подниматься. Иду.
ребята, иду. Глянь, он вообще трогаться не хочет нихуя. Бля, еще выше, еще круче. Еще круче. Сейчас надо переключаться, скорее всего, надо будет. Аккуратнее, там машины висят. Давай, давай, родной, блин, надо переключаться, может на 9-й вытянешь. Эхман выкинул. Поднимаюсь, поднимаюсь. Речка пошла на пинту, подожди, аккуратно там, подойдет. Тейка на цепях. Иду, иду. Давай, мой шахманчик, давай, давай, родной. Поднимаюсь, я поднимаюсь, ребят. Три машины, пять машин висело. Давай, мой родной. Слава богу, встречки не, блядь. Молчат, едут, блядь, а. Ну что за вот, ребята, ну в самом деле. Вот если бы сейчас встречку встретил бы, я бы все, я бы тоже бы встал бы, все, я бы не смог бы подняться. А вот так ходом, ты видишь, иду. Ну все, ребят, я поднялся. Красавчик. Конечно, красавчик. А вот шахманы ругают. Ну тут еще, конечно, и распределение груза от профессионала, то бишь меня. Я, блин, старался. Потому что я знаю, куда я еду. На ведущую должно быть нормально. Так, третий перевалчик пройден. Просто красавчик, Эльдар. Ну согласитесь, да, я просто на скилле я поднялся. Просто вот так, сам себя главное не перехвалить. Еще не доехал, хвалюсь. Но все равно. Аккуратнее, там на подъемчике висят. Спасибо, удачной дороги. Давай, давай, удачи. Ну согласитесь, нормально же. В первый раз просто я тупанул, да, надо было подождать. Ты куда спускаешься? Надо было подождать. Ну я их пропустил вперед. Я думал, что они как бы ну встанут, кто-то там следом. А видишь, Олимп, получается, скамейка там встала, а Олимп уже... Это принимает, если куда спускаешься. Вот, и, соответственно, Олимп скорость потерял. Повтори еще раз. Начал обходить уже, и все, и встал. И я за ним. Ну, вы сами видели, я, по-моему, в этот момент записывал. Я придержу. Вот, ребята, я не понимаю, тут надо кричать в рацию сразу. Может быть, кто посмотрит мои видео, начнет так же. Ну, видишь, ребята первый раз тут едут и, соответственно, не знают. Я-то знаю про этот подъем Якут, что он крутой, и тут надо газовать. И то я, кстати, поздно газ нажал. Они там сидят, извиняюсь за выражение, пиздят по каналу. Я у них кричу: ребята, кто спускается, подскажите. И они там о своем. Пока канал освободили, я уже немножко скорость скинул. Я говорю: ребята, не занимайте канал. Я говорю: что там спускается кто? Нет, нет, поднимайся. Все, я, блин. Блин, колея такая снежная. Так, и сейчас у нас спуск будет. Ну согласитесь, на скилле же.
пройдено, вот этот участок. Сейчас у нас еще Тит. И, по-моему, до Тита было там, по-моему, какие-то еще подъемы. Ну, такие, они асфальтные, но тоже крутые. Блин. Ё-моё. Разомнуться с ним. Крутой, но в принципе там я видел летом. Я подскажи, за тобой кто-то идет еще, нет? Кого спросил? Кого спросил? Принято, давай удачной дороги тебе. Это я просто далеко ловлю. И там-то еще, по-моему, Все принято. потому что когда снега-то не было. Дальше вроде никто нигде не висит, чисто все, более-менее дорога нормальная. И этот видно, шлифовали, то есть прям асфальт сточен. Здорово. Да хорош, блин. Так, я так понимаю, за мной тоже кто-то поднимается. Поднялся уже, наверное. Так, спуск начинается. Спуск. Аккуратнее. Берем середку. Я вижу, вроде камешки есть. Поедем по камешкам. Так, сейчас даже горняк включит. Там, ребята, аккуратнее на спуске-то висели машины. Гоняли у тебя чисто, там на мосту только дорожники были. Ага, понял, спасибо. Так, ну что ж, сейчас у нас спуск. Потихонечку так спустимся. 2,5 километра, 8 градусов. 8%, я уже все время путаю, видите. То есть достаточно крутой тоже будет спуск у нас. Поэтому аккуратненько. Сзади у нас никого нету. Смотрим по зеркалам. Потому как, если кто-то там догоняет, то пропустить. Так, давай-ка мы, наверное, на 9-ю включимся. На 9-й будем спускаться. Я, кстати, еле тронулся на Стелле. С места не смог стронуться. Выкатился на дорогу. И только с дороги уже потихонечку смог тронуться. Поехал. А так сразу, там же площадка. С этой площадки у меня не получилось. На месте стою, шлифую, и все. Так. Ну ладно, уже включимся, все нормально, спускаемся потихонечку. Сильно не топим. Что там, Вольво поднимается? Сместимся-ка мы правее. Так, а тут что-то колея какая-то справа. Ух ты, блин. Аккуратней. Провалиться, что ли, можно там. Обочину не видно, где край. Так, ребят, поднялся, блин. Я газку перед подъемом. А там мост, и там 50 километров. Ну, понимаете, да, прыг-скок. Как подлетел. Ой, ёшкин-матрёшкин, все повылетало. Надеюсь, ничего не сломалось. Ну, блин, ну надо было газовать. Там заснеженный подъем. Металлу-то ничего не будет же, правильно? В общем, и Янгра прошел населенный пункт. Видео скинул в Телеграме, как я там висел. Все желают удачи мне. Спасибо, ребята. Спасибо огромное.
Приближаемся к Нерюнгри. Как согласно прогнозу, смотрите, там просто тучи, снег начинается. И я вот еду и думаю, осталось солнечного света прямо вот немного. Так, если в Уфе сейчас 11, да, плюс 4, это у нас сколько? 3 часа, да? 10 минут 4. А тут, и соответственно, я вот не знаю, что делать. По идее, надо дальше шагать до Алдана. Но, блин, сейчас темнеет и снегопад. Ну, смотрите, он все сильнее. Я-то думал, он к этому моменту-то уже закончится, как бы снег будет, но вы сами посмотрите, какие там облака, даже не облака, а тучи черные. И явно они не предвещают ничего хорошего. Ну подожди, по прогнозу как раз 3 часа где-то снег-то и должен был. Поэтому я даже кофе-то не останавливаюсь. Я как вот там вот завис. Все, и поливаю. Быстрее. Надо бы остановиться и кофе попить. Сделать себе. Но времени жалко. Я лучше проеду в светлое время суток побольше. О-хо-хо-хо-хо. Погода портится. Погодка портится. Так. Что у нас тут спуск, да? Давай-ка чуть-чуть скинем скорость. Да, там все затянуто облаками, тучами даже. И они все снежные. Блин, вообще дорога не очень. Ага. О, подъемчик. Ну вот как тут газовать-то, бляха-муха. По коробке погнали. Блин. Оба! И вот такой вот прыг-скок перед началом подъема. Нормально. Оба! А, он, слава богу, не длинный. Нормально. Интернета нету. Да, снег усиливается, ребята. И темно уже стало резко. 336 столбик. Вот с 8 утра я еду. Да уж. Ну просто по темноте на перевал ползти, ну так себе удовольствие, честно могу вам сказать. Тем более в снегопад, если там не очень благоразумная идея в этом плане. Кто-то улетел, кто-то буксовал, что ли, здесь. Ух ты, ё! Металлическое ограждение было снесено. Кто-то, видать, туда улетел. На
повороте. Видно вам снег? А, ну тут он чуть слабже. Вот идет снег. Так, сейчас у нас еще от Янгры сколько там до Нюрки? Километров 60, наверное, да? 100. Ну, посмотрим. Я не знаю, как поступить сейчас. Скорее всего, я встану, если снег сейчас будет прям реально сильно идти. То не будем рисковать. Либо сейчас прогноз посмотрю. Ну, а в любом случае, ну, если снег идет хороший, его же быстро не почистят, правильно? И там его укатают, и будет скользко. И чё? Даже если снега не будет, вон, пожалуйста, в Забайкальском крае. Снега-то не было, а последствия от снегопада еще дня 3 будут. Гололед имеется в виду. Ладно. О, что-то просветление. Так, ну посмотрим. Вроде какой-то просвет-то есть в облаках. Уже радует. Надолго ли он? Это Нерюнгри поднялся на подъем. Фу, думал, не поднимусь. Так, есть хочу просто нереально. Ну, блин, ехать надо. 370 всего лишь прошел, а целый день. Так, вот здесь обычно ночуем. Я здесь, помню, ночевал. Полтинник было. Ё-моё, холодно было. А вот тут вот кафешка, я так и не пойму, она работает или нет. Тут все за забором. Как к ней подойти, непонятно. Так, и сейчас у нас тут спуски. Прямо такие жесткие. В этой Нерюнгри. Ну, КТМ-ка стояла, вроде как подсыпана. Все равно отпускать машину не рекомендуется. Потому что я сейчас ехал перед Нерюнгри. Лед натуральный. И вот сейчас лед. Ох-ох-ох-ох-ох. Давай-ка мы по встречке поедем. Вот так вот. Так, с поворотом. Ну-ка, ребятки, я отключусь. Ну, так, ребята, ну что ж. В общем, решил я дальше пойти. Нерюнгри пройдено. Там вот этот спуск, блин, вообще не подсыпан. Лед. Ну, вроде как просветы есть. Тучки с просветами. Нормально. Можно пройти, я думаю. Сейчас там перед 550, сейчас 392. 550, 392. Ну, короче, еще 150 километров до Тита. По-моему, 550 км был. Я что-то помню, что 500 чем-то. 1,5 часа, 2 часа езды. Время-то местного уже... Так, 5 минут 5-го. Солнышко осталось буквально часик, я думаю, даже меньше. Если я перед Титом, там есть кафешка, остановлюсь еще покушать. Короче, в любом случае, при любом раскладе Тит будет в темноте. Не успеваю я по времени никак. Надо было, зараза, сегодня выезжать пораньше. Если бы в 6 выехал, а не в 8, то нормально. Мне как раз вот эти 2 часа. Но с другой стороны, я мог не так удачно пройти перевалы. Тут тоже же верно, правильно? Так что тут все, что не делается, все к лучшему. Не зря же так говорят. Поэтому нормально. Вот.
посмотрим, может покушаю, так и там и останусь. Или по темноте пройти Тит. Так а после Тита там уже снегопад пройден, наверное. Сейчас нам посмотреть будет прогноз. Что там поменялось, нет. Сейчас интернет будет. До Алдана надо будет бежать. Там где встать-то? Там негде встать уже, по-моему. Нет, подожди. По-моему... Ай, ладно, не помню, что гадать. В общем, нормально, асфальт чистый. Прям хорошо. Чуть-чуть даже круиз-контроль включил. Проехался немного. Так, есть спуск. Чульман. Вот до Чульмана человек-то ехал. Севека. Тит-то он не доедет, значит, до Тита. А вон там вдалеке видно снежные тучи. Так, спуск нормальный. Шина держится. Горняк держит. Опа. Так. Ладно, добрый путь, поехали. Позже включимся. Вроде дорога от наладилась. Нормально. Чистая. Но не факт, что она через 20 километров не станет плохой. Потому как... Ну ладно. Вот-то я говорил. Когда я здесь ехал, дождь, короче, такое серое небо. И прям как из фильма какого-нибудь, знаете, постапокалиптического. Сейчас проедет. Прямо... сейчас приблизить надо. Смотрите. Прямо так вот. Декорация к фильму, знаете, какого-нибудь, я не знаю, после ядерной катастрофы какой-нибудь, да, вот типа там люди выживают, и тут такой завод. Тут вообще крипово выглядело все. Снега не было, соответственно, все серое, такой сумрак, так, ох, выглядело-то оно неплохо. Ух ты. Что это там экскаватор-то делает? Копает. Так. Тут тоже, да, знак висит. 10 тонн на ось. Короче, проехал полстраны такой. Блин, у меня же 11 тонн. Ай, ладно, все, разворачиваемся, едем обратно. Блин, нельзя ехать. Все, вот 10 тонн. Ну чё вот смеяться? Правильно. Чульман. Кстати, вот же кафешка здесь есть. А ну-ка давай-ка мы здесь завернем. Столовка же есть. Я забыл про нее, блин. И тут, кстати, и так нормальный уклон. Можно будет
как его, не встать. Как бы так встать, чтобы под наклончиком было. То я сейчас тут залипну. Могу, вернее. Да, тут, конечно, есть уклончик прямо жесткий. Так. Давай вот так вот. Если что, назад сдам. И сходу. Так, пошли кушать. Я есть хочу. Я просто с утра ничего не ел. Подогреете, да? Да, обязательно. Угу. Так, хлеба. Так, ребята, быстренько покидал еду. Так, поехал дальше. В общем, посмотрел сейчас прогноз, вставлю. В общем, снег в районе Алдана, ближе к Титу. Так что, ну, что могу сказать. Едем поближе к Титу, и там где-то ночевать будем, наверное, так. И завтра останется 600 километров. Пораньше выехать, так и нормально доедем. Так, наверное, потому что... Ну, опять же, посмотрим, что сейчас гадать. Просторы. -4. Там есть кафешка, ну, небольшая площадка, где можно встать на ночевку. Но там, если к вечеру так набьются машины столько, надо так встать, чтобы потом выехать можно было. Так, ну все тогда, ребята, позже включимся, шагаем дальше. Все нормально, перекусил, чтобы силы были. Вот, поехали. Блин, видите, вон внизу машина. Огоньки горят. Вот нам туда надо спуститься. Так, катим. Снег идет. Что-то я тут не вижу, чтобы посыпано было, блин. Сильно не отпускаем. Я прям... Сейчас вот такой вот зигзаг будет. О, посыпано. Сейчас вот так вот будем. Здесь асфальта нету, здесь гравийка. Но спуск такой крутой. Знаете, я вот еду, навстречу ни одна фура. За мной я там длинная прямая, ждал, когда огоньки-то сзади появятся. Ни одна машина не появилась. Легковые, так пару самосвалов встретил навстречу. Все. Такое ощущение, что я один тут еду по дороге. Все, наверное, уже встали. Никто никуда не едет. Один Ильдар ужаленный. Так, тихо.
Тихо, тихо. О! Вольво. Привет, двухногий. Владивостокские номера 125. Двухногий, ему проще. И вот туда нам надо вниз спуститься. Сейчас направо вот мы поворачиваем, потом налево. И спуск, спуск, спуск будет вниз. Мы вон там были. Высоко. Не знаю, телефон, наверное, не передает, но там реально высоко. Что-то мне кажется, там как зависли ребята, так и висят. И застопорили все ход движения, наверное. А, кстати, сейчас мне логист Маша сказала, подорожало паром 90 тысяч сейчас. Если раньше было 22 300, сейчас 90 тысяч. Что-то 50 на ту сторону пустой, если идешь, то подешевле, короче. Ну, в общем, где-то выходит 90 тысяч с копейками паром. Вот и считайте. А если когда уже ледоход или ледокол, я так понял, то там еще дороже становится. Я так понимаю, там какой-то корабль, что ли, плывет, льдины разбивает. То там 300 тысяч, что ли, что-то такое. Ну и где-то через месяц встанет лед окончательно. И где-то в декабре, наверное, уже пустят ледовую переправу. Как-то так. Вон там мы были. Так, ну давай-ка на 9-ю включимся, так потихоньку будем спускаться. Вроде посыпано, не так скользко. Терпимо. По крайней мере, горняк держит. Но все равно вот на 9-й как бы хорош. Сильно не будем отпускать. Так, ну зараза, и темнеет уже, темнеет. К Титу я не успеваю. Засветло по темноте. Ну и опять же посмотрим, если там снегопад сильно усилится, то ну его в баню. Рисковать не будем, не пойдем. Встанем. А если как бы вот как такой снежок, так и попробуем Тит пройти. Ребята, в общем, остановился, кофейку налил. Решил дальше поехать. Что, конечно же, я считаю это неправильно. Снегопад только усиливается. Прямо реально идет он прямо стеной. Не знаю, видно ли это на камеру. Ну, в общем, да я что-то остановился там на площадке-то. Смотрю, один поехал, второй поехал. Но они двухногие, местные. Что-то там трубы тащили. И я думаю, ну да ладно, я тоже поеду. Посмотрим, как перевал. Скоро у нас перевал будет. Все-таки охота до Алдана добежать. Там, как говорится, вечером-то машин поменьше. И, как говорится, побольше кислорода. Там, чтобы не мешали. И все, и попробуем проскочить перевал Тит.
Как-то так, ладно, поехали, позже включимся. Так, друзья, шагаем. Не знаю, сколько до Тита осталось, но снега предостаточно. Температура минус 8 уже падает хорошо. Так, это у нас участок гравийки, поэтому немножко потрясет. Так, а что за моргает? Кто там? Кто там моргает? Что, уже Тит начался, что ли? Да ладно, серьезно? А что я так думал, что он еще далеко? Ребята, а вот кто моргает стоит? Что еще раз повтори? Что он сказал, не понял. Иди на этого подъема дохожу и все, ё, 8 раз. А, уже Тит начался. Ребята, а там кто-нибудь спускается, а? Кто-нибудь спускается? Нет? Но придержите, пожалуйста. Так, ребята, я сейчас... Блять, Почта России это был, бля. У них рации, наверное, нету на одиночке. Да, это Тит уже, бляха-муха. А я что-то проворонил. Увидел хорошо. Стоят. Как его... Аварийки-то. Идем на подъем, блядь. Где ехать-то? По какому? По какой стороне? Так, скольжу. Скольжу, пожалуйста, мой хороший. Давай. Идем с проскальзыванием. Похоже, я не подымусь. Так, все, я встал. Давай назад. Мимо. Зараза. Похоже, цепи надо будет одевать. Давай. Ой, даже. Подламывай. Нормально. Не, я назад качусь. Бляха-муха. Так, не преодолели Тит. Это плохо. Так, ребята, отключусь пока. Что? Готов к трудовой обороне. Оделся. Тепло. Сейчас будем цепи одевать. Все-таки надо... Потому что я сейчас вышел, чуть не поскользнулся, блин. Не хотит ехать наверх. Ну, сейчас ради прикола еще раз попробуем, конечно. Для успокоения. На черепашке. Не, он назад тащит и все. Чуть назад надо спуститься. Поднимаешься, нет? Блин, правее бы прижаться, но зараза. Вроде не мешаю никому. Или давай еще чуть. Поднимаешься, нет? Не, вроде никто не поднимается. Понял, да, спускаюсь. Так, назад надо, блядь, сдать чуть-чуть. Вправо прижаться. Там будем цепи одевать.
Ну, часик повозимся, да подымемся, ничего страшного. Зато опыт. Сын ошибок трудных, да? Или как там? Пушкин же, да? Или кто там? Уж не помню. Или не опыт. Ну, в общем, вы меня поняли. Чуть правее надо. Блядь. Сейчас бы главное, чтобы не сложило, блядь. Не начало как-нибудь по корявому стаскивать. Ну, понимаете, да? Так, вроде бы прижался я вправо. Ушел я немного вправее, к обочине ближе. Так, ручник стоит? Стоит. Так, пойдем за цепями. Ребят, там темно, снимать не получится, наверное. Покажу, что получится, ну, по итогу. Все, видно ли? Разложил вот этими замками, ну, вот этими. Должно быть снаружи, чтобы их подкрутить специальным ключом. Две цепи в одном мешке. Я думал, в одном мешке одна цепь, а тут две, оказывается. А нахрена мне второй мешок? Еще один комплект. Так, сейчас подкладываем. Одеваем. Вроде бы несложно. Разобраться можно. Ничего сложного нет, оказывается. Ну, когда уже увидел, как ставится. И вот на это будем защелкивать вот сюда. Вот за этот край. И также с той стороны. Правильно? А, тут просто. А это подтянем, да? А, холодно. Такая вот романтика в Якутии. Кто-то поднимается, что ли? Сейчас цепи оденем, поднимемся. Все. Знаете, у того водителя, у кого я смотрел, она была гораздо короче. А это пипец длинная. По-моему, она у меня вообще реально длинная, эта цепь. Что-то мне не ту купили, бляха-муха. А как ее теперь укоротить? Ай, бляха-муха. Ну, короче, сейчас попробуем назад сдать. Встанем где-то посередине. И будем натягивать. Вторую потом уже. Сначала одну попробую. Может быть, с одной не подымусь. Так, ребята. Одел. Оказывается, думал длинная, ни хрена. Потом подумал, что вообще короткая. Кое-как. Короче, ребята, если кому надо, объясню на будущее. Потому что хорошо, что я посмотрел, как одевал коллега, и теперь разобрался. Я увидел, как он одел. Короче, там есть замок. Сначала его, а потом вот этот замок. Причем я сначала думал вот сюда, а то есть она вот так развернута. Где она? Вот. Вот она. Я сначала сюда цеплял, блядь, поворачиваю, а она ни хрена. Вот, оказывается, вот сюда надо. Разворачиваешь. И потом вот этим замком закрываешь, да? Вот он. Ну, понятно. Одной рукой просто неудобно. Все, и вот этим замком закрыл. Все. А цепь у тебя вот здесь вот на этом. Далее. Не забываем вот эти специальным ключом, где он, поворачивать вот эти штучки. Вот так вот. Чик. Она прижимает по бокам, стягивает. И все. Двухногие, зараза, поднимаются. Одиночки поднимаются. Так. Что, одевать вторую? Наверное, одену на всякий случай, да? Потому что тут еще подниматься метров
300-400. И могу порвать-то на одной, а так на двух сразу. Да, сейчас так и сделаем. Все. Одеваем вторую. Ну, зато попробовал. Видно ли меня? Все нормально. Холодно. Что, как видите, романтика полным ходом. Все, ладно. Сейчас отдышусь, ребят. Короче, не смог я с левой стороны поставить. Она еще, зараза, зацепилась между колесами. Еле вытащил. Фу, блин, замерз. Хоть и не холодно сильно, зато ветерочек такой бодрящий. Так, ну что, попробуем с блокировками. Я вроде как сейчас отъезжал, чтобы достать цепь-то вторую, вот эту слева. Потихоньку-то идет. Давай, обгоняй. Бляха-муха. Что-то окна замерзают. Слушай, даже с одной цепи нормально тянет. Там надо цепь ровно ложить. Но зараза не выходит. Она в кривь да в кость все равно как-то... Так, все равно надо было вторую цепь, да? Хочешь сказать? Да, да. Все, я понял тебя. Так. На благоску можешь поддать. Тут еще круче подъем. Нет. Вторую цепь надо одевать все равно. Так, спускаемся вниз. Сейчас полегче. Главное, от обочины сильно отъехали. Отъехать надо. Все равно одевать надо. Тут еще круче подъем пошел. Вот я подзаэтовался, а. И так, и сяк. Ладно, сейчас оденем. Сейчас чуть передохну. Покурю. Так и оденем. Не проблема. Помаемся. Может, во второй раз оденется нормально. Натяжечку-то зайдем. Так, ну все, вроде никому не мешает. Тут и оденем. Фу. Так, надо согреться. Горячим дует. Я уже остыло все. Ладно, сейчас отогреюсь. Отогреюсь и продолжу. Надышался холодного воздуха. В общем, левую пока одел. Думаю, дай-ка посмотрю правую. А правая слетела. Как она слетела, я хрен его знает. Хорошо заметил. Сейчас буду теперь правую заново одевать. Веселуха. В общем, ребята, цепь великовата, поэтому она слетает. Ее надо уменьшать. Но при этом я ее еле-еле одел. И крылья надо снимать. В эти края едешь, если цепи одеваешь, они так мешают. Блять. Блять, не на меня не покатись только нахуй. У кого? У него подушка, да? Че ебало-то? Взял еще спереди, не встал, блядь. На меня только не покатись, блядь. Это пиздец будет.
Чё взорвалось-то? У тебя? А? Подушка въебала. Поставь, пожалуйста, этот башмак на всякий пожарный. Не покатится? А где подушка взорвалась? На чем? На тягаче? Блин. Она меня и посадила, наверное. Ну вон, слетело все. Снег. А? Блин. Так, а я только цепи одел. И ты встал передо мной. Ай, блин. Не знаю, дружище. Я уже час тут, блядь, тоже вожусь с этими цепями. Они большие, блядь. Слетают. А. Ты ось эту поднял, да? Поэтому не выдержала. А сколько давит? Ну, на поднятой 15 давило. 15 давило. И все равно не поднялся, да? Вот что-то его как за жопу резко. Раз, блядь, и... Ну там, потому что, видишь, еще резкий подъем идет в конце. Фу, бля. Ладно. Дождись утра уже, Так, по утру. вон это кого, конечно. Ну, я попробую подняться, блядь. Фу. Ну что, шахманчик, цепи слетают, так что я не знаю, я их сейчас по ходу движения потеряю. Они большие, но при этом тяжело одеваются, натягиваются просто пипец. И пока я на ту же первую сторону поставил, они слетели. Пришлось на эту ставить и еще на ту опять ставить заново. У этого подушка взорвалась. Конечно, он ось одну поднял, 15 давило. Так, блин, ничего. У меня тоже бывало 15, блин. Значит, старая просто отжила уже подушка. Или что? А, сейчас отогреюсь немножко. Что-то я зря поехал, ребята. Надо было ночевать на том месте. Ну, как говорится, все мы умны задним числом. Так что... Фу. Уже один фонарик посадился, второй достал. У меня вот такой, как лента. Видите, вот так вот светит. Достаточно ярко, но недалеко. Вот так в округе освещает, где-то на метр. Фу. Так. Блин, тут прям передо мной встал. Никого не было. Все, я одел, блин, и этот нарисовался. Просто сейчас, если сильно газовать, у меня цепи могут слететь. Цепи слетают. Что происходит? Они на земле остаются, правильно? Так, он на подъем идет. Что там? Кто идет? Так у него две оси, конечно, тараканит. Нормально подымется. Да, и снегопад, конечно. И тепло, главное, -2, блин. Так, ну что, пробовать или нет? Вот мне прям неохота с этими цепями пробовать даже. Хоть и мучился одевать. Ладно, сейчас посижу, отдохну чуть-чуть. Соберусь с мыслями. Ну вот, ребята, о чем я и говорил. Сколько вон коллега, который стоит передо мной. Ну сколько я проехал? Метров 15. Все, цепи слетели. Херня это все, блядь. Зажует еще, блядь. Да, ее сейчас намотает, блядь, на эту ось. Она вон внутри, блядь. Ой, блядь. И тут, главное, тоже уже слетает. И тут, смотрите, уже вон, что. Она уже слетела.
Короче, херня это все. Так, как тут сеп снять, я вот теперь не знаю. Назад. Помаленько, да? Ее ж как-то достать надо. Ой, дурдом, блядь. Херня, не цепь. Ее укорачивать надо. Я так понял. На одно-два звена. Но при этом их тяжело так одевать. Но если бы не было крыльев, то еще, может быть, проще было бы. Так. Ну что, снимаю цепи, скатываюсь вниз до самого низа. И там ночую. А завтра уже будем смотреть. Такой вариант я больше не вижу. Я не подымусь. А завтра уже будем там думать, что. Или развернуться, так в обратную сторону. Там развернуться негде. Такие дела, ребята, такие дела. Не надо было мне ехать, надо было ночевать на ночь глядя. Ну, как говорится, все мы умные задним числом. Знаете, ребят, в чем попадос? С той стороны-то я снял цепь. Отъехать только. А здесь она намоталась между той колесом и этим. И я не могу ее достать. Я уже здесь полчаса вожусь. Что делать, я не знаю, как ее достать. Зараза, блядь. Но тут главное, нету замка. Я уже все просмотрел. Он где-то там. Вот есть один конец. А вот который главный, большой, он там где-то, блядь. Я уже все облазил. Ой, блядь. Где он здесь? Вон он, по-моему, в самом низу. Видно ли? Не видно. Как мне сделать? Вперед проехать? Вперед не смогу. Блять, намоталась, зараза. Как бы мне не пришлось колесо снимать, вот это вообще веселуха будет. Что-то мне уже ни хера не весело, ребята. Я манал. Вот реально что-то уже подэтовал. Сейчас надо немножко спуститься, блядь. А как я не могу? Цепи надо убрать. Куда сейчас? Назад попробовать? Ай. Главное, чтобы колесо не пробило. Это вообще будет весело. Ой, ребята, это просто трэш. Сдаю назад. Короче, рассказываю. Сейчас стану за ним. Расскажу. Короче, с правого колеса-то я снял цепь. А представляете, с левого она между этими же встала, застряла и все. Я, блин, подошел он к нему. Ну, коллеги, я говорю, слушай, вот такая ситуация у меня первый раз. Я говорю, ты как вообще, что делал? Что вообще в такой ситуации? Он говорит, ну я колесо снимал. Я, блин, да ну нафиг, он лежит, я ее убрал с дороги. Я говорю, да ладно, серьезно? Да. Я говорю, вот это трэш. Я говорю, а как тут домкрат ставить на такой склоне? Как-нибудь твои цепи можно? Не знаю, не знаю. На светло потом посмотреть, можете отрезать лишнее. У меня болгарка, если что, есть, это пневматическая. О, да ты чё? Ну да, давай завтра и посмотрим. Сейчас выровняюсь более-менее. Вот так вроде никому не мешает. Подымусь чуть-чуть. Да, конечно. Чуть-чуть еще. Так уже долго. Так, главное
тоже не сильно кабученит. Вот так вроде нормально. Не может. Так, он пойду цепь заберу. Так, ну что ж, в моем опыте еще переночевки на Тите не было. Осталось совсем немножко, блин, там вот так вот. И все, и пошел поворот. В общем, докладываю, что произошло. Одел я эти цепи. А Дениска, будешь смотреть, ты был абсолютно прав. И ты молодец, что ты, который ты купил цепи, ты еще их укоротил. Он заранее одел цепи, посмотрел, что они длинные, укоротил на пару звеньев, и у него все по красоте. И он мне говорил: Ильдар, заедь на шиномонтажку, сделай вот эту процедуру. Ильдар поленился. На авось. Проскочу. И как видите, то есть я пытался одеть, она слетела. И главное, что вот слева, на левой стороне, она между двумя колесами застряла там цепь. Я думал, что все, сейчас буду снимать. Я подошел, а он с Якутии местный. Я говорю, вот так и так. Он говорит, ну я снимал с ведущей оси колесо, чтобы достать цепь. Я такой, Я такой, ёперный театр, такой стою и думаю, а как тут сейчас? Ну, думаю, ладно, по темноте-то не буду ничего делать, сейчас ночевать. Переночую, утром-то расцветет, так начну снимать колесо, так цепь. И назад сдаю. И сначала сдал по чуть-чуть, вышел, посмотрел. Нет, оно еще, катится вместе с этим. Опять сдал, я плюнул, все, короче, скатываюсь. Скатился, смотрю, и она спереди лежит, цепь. Блин, холодного воздуха надышался. Я такой, слава тебе, Господи, она сама слетела. Так что вот, он предложил, говорит, болгаркой подпилить, либо так попытаться назад сдать и с разгончика лететь. Навряд ли получится у меня. А как там укоротить эту цепь? И связи-то здесь нету, в том-то и дело. Ни МТС, ни Мегафон ничего не ловит. То есть здесь я в вакууме. Как-то так. Все. Ладно, сейчас отдыхаю. Не знаю, заглушу, наверное, двигатель. Аварийка пускай моргает. Правильно? Она же будет моргать. Вот так вот тиканье только. Пожалуйста, пристегните ремень безопасности. Ничего страшного. Так что вот, ладно, все. До завтра. Завтра я не знаю, что будет. Завтра либо цепь укоротить, опять завтра мучиться с этими цепями. Крылья бы снять, а крылья не дают мне снять, потому что прицеп мешает. Ну ладно, все, не буду вас загружать, мои проблемы. Вы знаете, сейчас выключу вот аварийку. Там сзади тоже на аварийках стоят. Вон там. Знаете, сейчас ловлю себя на мысли, тут же нету ни интернета, ни связи, ничего нету. Как сказать? Интернета нету, позвонить даже нету возможности. То есть и такой, знаете, легкий детокс от интернета, от связи. То есть я тут как в мертвой зоне, то есть тут ничего, не дозвониться до меня никто не может, ни интернета, соответственно, нет. Детокс от всего. Я сейчас сижу так вот в темноту, смотрю. В плане, на стоянку же приезжаешь, сразу за телефон хватаешься, там, я не знаю, там,
ютубчик, тикток, я не знаю, там что-то почитать. А тут сейчас сижу сам со своими мыслями. Вот там что-то такое. Детокс от всего. Так что вот, рекомендую на перевале Тит зависнуть. Интернета, телефона вообще ничего не работает. Можно собраться с мыслями. Как-то так. Ладно, все тогда, сейчас намаялся сегодня тоже. Тяжелый день с этими цепями. Ну, сколько там, 3-4-то перевала-то я проскочил. А вот здесь вот меня почта-то, блин. Он же видел, что я несся вперед. Ну, и все равно едет. А там 3, по-моему, или 4 машины стояло. Я их объезжаю, и он в последний момент уже тоже на обочину увидел, сообразил. Я ему моргаю, еду. По рации говорю это. У него рации нету. Видать, может, новенький здесь, не знаю. В общем, моргать ему начал. Он только потом сообразил под конец. Увидел, что я лечу. Но я, естественно, скорость скинул. Как-то так. Ладно, все, до завтра, отдыхаем. Сейчас лежу и думаю, да? А зачем укорачивать болгаркой, если там вот звено, да, вот, ну вот звено цепи, потом еще звено. То есть, когда я одену на колесо, я буду одевать, во-первых, оно сначала тяжело одевается, даже на крайнее. Потом уже, когда оденется, допустим, чуть-чуть проехать, метр, она ослабнет. Потом перецепить не на крайнее, а на рядом, на второе звено. Также зацепить, и все нормально будет. Че я туплю-то? Правильно? Или неправильно соображаю? То есть я перецеплю не на крайнее, а рядом, на второе, и стяну. Она будет уже поплотнее. И все. И не надо укорачивать болгаркой. Правильно? Правильно. Попробую завтра. Чего я сразу не догадался? Ну ладно. Все, спокойной ночи. Отдыхаем. У нас всего тоже разгон теряешь, газового, блядь, не идет нихуя. Спускаемся вниз, ребята. Доброе утро, проснулся, короче, там вон скамеечка тоже назад сдает. Там сейчас Магнум летел, тоже встал. Вчера ночью просыпался. Двухногие-то хорошо идут, спокойно, даже без разгона, медленно, так чук-чук-чук, уверенно. Я тут без теплых, без болезней. Не-не, надо тут на самый низ спускаться. По крайней мере, когда я в прошлом году-то, блядь, с разгона-то зашел. Так вот здесь низ зализанный, вот конкретно, вот снизу ты вот здесь и разгон теряешь, там-то вроде вот для этого разгона уже нету. А здесь-то все зализано вообще, блядь. Вот я спускаюсь задом, нахуй его срывает. Так, ребята, я вот не знаю сейчас, что делать. Сейчас, во-первых, кофейку надо сделать. Во-вторых, сейчас назад сдам, я все-таки попробую с разгона. Вчера же 3 я прошел. Но сейчас я не буду снимать, потому что вчера я еще тупанул, я камеры снимал. И я не вовремя передачи переключал. Вот, так что извиняйте. Попробую я все-таки один раз. Штурмануть. Если нет, то буду спускаться назад. Ну, так же, как сейчас. И потом буду цепи, наверное, надевать. Ой, ну вы меня поняли. Катимся назад, в общем.
чуть-чуть-то надо. Там вот перед поворотом налево, вот там видно, там вот такой пригорок еще начинается. И дальше так он плавно идет уже налево. И потом еще там можно встать направо, когда поворачиваешь. Мне бы вот этот пройти, который вот налево, пригорок там такой, еще дальше, больше угол. Так, ладно, ребята, пятимся. В общем, сейчас сходил, он скамеечки помог Якутяну расцепиться. Он говорит, сегодня последний день, когда паром обычный ходит. Цена выросла. Что-то, как я вчера говорил, 90 с лишним тысяч. Но, как видите, я не успел. И там, скорее всего, очередь. То есть я сегодня последний день, я не успеваю. Поэтому, как он говорит, там дальше проезжаешь, там ледокол ходит. А там ценник, короче, космос. Что-то в районе 300 тысяч туда-обратно скататься. Причем надо быть аккуратнее. Почему? Потому что он говорит, многие кидают. То есть они деньги отправят тебе за переправу в Якутск. Вот, ты переправляешься, а в обратку просишь. Нет, ты же от нас ничего не везешь. Поэтому опасно, может быть, в плане зависнуть. Он говорит, в прошлом году там что, Лидер Транс завис, неделю жили. Не могли то ли оплатить в обратку, то ли что. И, соответственно, дальше что у нас происходит? Первый... Хера он. Вчера я их обгонял уже, да. Плюс... в смысле, сбылся. Плюс первые уже ледовые переправы. Говорит, 3-тонные пускали. Получается, раньше Росавтодор курировал. Они с допустимой, то есть как его, 3-кратном размере уже пускали. А сейчас МЧС руководит. Вон, двухногий пошел. Сейчас МЧС, они, короче, в 10-кратном размере превышения льда. То есть они, видать, тесты делают. Ну, говорит, один хрен. Самосвалы, говорит, проваливаются. Легковые, когда только начинают пускать, тоже проваливаются. Кто успевает выскочить, кто нет. В общем, кто-то погибает. Причем, говорит, ну представь, говорит, если у нас наш тоннаж растянут, а у самосвала-то он короче, и тоннаж, да, и он может провалиться. Вот, а так, говорит, для больших грузов, говорит, в основном где-то в конце декабря, в начале января открывают. Вот, КТМ-ку ждать, говорит, здесь бессмысленно, потому что всем пофигу. Только если когда начинают звонить МЧС, там на легковых подняться, когда не могут. Но с другой стороны, здесь же связи нету, ты дозвониться ты не можешь. Вот, и самому только выбираться, то есть тебе никто не поможет здесь, ребята. Здесь такой, как бы, перевальчик интересный. Поэтому сейчас я кофе попью, я только проснулся же, ничего, сразу подскочил. Хочу как сделать? Назад сдать и попробовать с разгончика попробовать туда залететь. Вольва тоже, наверное, не смогла подняться. Они вместе идут. Да, с Киргизией. В общем, как-то так. Уже ботинки одел теплые. Ладно, сейчас пьем кофеек. Ну и тут, наверное, еще дальше вниз надо сдать будет. И попробуем. Но я записывать не буду. Проблема, да? Вот там вот
стала Volvo. Вот там вот. Я-то доехал вот где-то вот, видите, где свет, солнце. Я до туда, вот он дальше доехал. Я вот просто боюсь, что я здесь-то пройду и где-нибудь вон там посередине встану. Вот в чем проблема. И вот сейчас здесь сижу и думаю, может быть, сразу цепи попробовать. Одеть. Так потихонечку. Блин, ну вот это вот то, что они большие. Ну, я, как вчера и говорил, звено не на крайнее, а на второе, допустим, попробовать. Оно же уже будет получше. Или все-таки попробовать штурмануть. Вон, видите, он пятится. Вон та Volvo, автолидер. Видите, вон он пятится назад. На цепях, что ли? Да, по-моему, на цепях. Что-то я не обратил внимания, спускался. Так, киргизы одевают цепи. Они один раз попробовали. Как-то так. Вот сижу и дилемма. Пробовать, не пробовать. Ну, он уже Volvo спускается вниз, пятится. Он не помешает дождаться его. Ну, сейчас кофе попью. Да, надо что-то решать. Просто вчерашняя эпопея, то, что она у меня между колес застряла, цепь. Да ладно, слава богу, сама слезла. Неохота, чтобы, блин, снимать еще ведущее колесо. Скамейки вон тоже, блин, подушка хлопнула. Сейчас обе поменяю. Я говорю, тебе помочь нужно? Нет, говорит, сам все. Я говорю, ладно, смотри сам. Вон он меняет подушку. Где он расцепился, синенький. Вон он там ходит. Так, ну что там, пятится назад, Volvo. Что делать? Неохота просто назад пятиться, блин, километр. Геморрой еще тот. Здесь-то внизу уже полегче. Не такой уклон, а там сверху уклон-то хороший. Прадик. Часто теплеет и вообще хуй куда тронем, блядь. Так в том-то и дело. 4 раза штурмовал, блядь, он аж резину поджег, блядь. Я там вчера все по зеленой, блядь, с первого раза заскочил, нахуй. Вот здесь вот 8 раз я пробовал. Говорю, один раз даже, блядь, развернулся, нахуй, туда до стоянки назад вернулся, блядь, разогнался и до полки, и все, ебаный в рот. Но я на Якуте в 2 часа дня был, я говорю, 4 градуса тепла. Оно вроде посыпано, но все под льдом, блядь. И все, я тоже, я 4 раза. И, короче, нахуй, встал, стоило. И ждал весь день, короче, коту под хвост, как говорится. Автолидеры там висят, скамеечка и Мерсик. А, Мерсик тоже не поднялся. А Мерсик выше, да, там висит? Его просто отсюда не видно? Нет, сзади где-нибудь на Якуте, там, нахуй, автолидеры 2 штуки шли, скамейка и Мерсик. Ага. Валера, она же слабая, а это... Нюрки они висят, да?
Нет, до Нерюнгри, говорит, шли. Ну там вот я-то вчера, когда я практически в первых рядах стоял, то это посыпали-то вроде как бы за мной, кто там подвисал, все вышли. Посыпали нормально, я говорю, вышли. Я вообще в Якута никогда не стоял. Ну, Там все равно кровеечка, нормально. А вот вчера просто, блядь, лед, я говорю, галим. минус. Посыпали, сразу все вышли. А чё, Шахмат-то стартанул, не стартанул, что-то я просмотрел. Не-не, я тут сзади стою. Готовишься? Да вот я сижу и думаю, я вчера цепи-то здесь одевал-то ночью, блядь, и они, сука, большие, и все, она у меня, представляешь, цепь слетела между колес, блядь, я ее заебался вчера доставать. Ну, плюнул нахуй, начал вниз спускаться, думал, сейчас надо колесо откручивать, ведущую, блядь, чтобы достать эту цепь. Нет, она сама слетела, слава богу. И вот сейчас сижу, думаю, блядь, пытаться ли снова цепь одевать, либо так попробовать штурмануть. Да я думаю, ну все равно же должна, наверное, быть эта-то, блядь, КДМ-ка приехать сюда. Ну не может же быть, что они не приедут. Сегодня же праздник, день водителя, поэтому навряд ли, наверное, все гуляют. Только нам не до гулянок здесь, блядь. Да. Ну что, пробовать или нет? Я вот сижу, думаю, блядь. Сейчас пустить еще раз попробую. Че там, как спуск-то нормально? Вот, блядь, после поворота-то спуститься же можно, да? Я смотрю, ты нормально спускаешься. Ситрак идет, ребята, внимательнее. Похоже, на Эми сидит. Что-то он не на скорости. Правее прижму. Ну что-то он ни газу-то не дает. Что-то вообще медленно идет. Местный, наверное, профессионал едет. А я что-то не посмотрел, какой номер-то у него. Саратовский. Саратовский? Да. О, так он сейчас не подымется. Место есть еще где встать, хули? Потом в 2 ряда будем вставать. Ну да, целый этот, как его, целый подъем еще свободен. Да Ситрак-то прямо сейчас здесь, а вот за этими бугорками встанет. Я посмотрим, где он. Фона не хватит, ёпты. Да что-то он вообще не разогнался, он медленно проехал мимо меня. Ну давай, Саратовский. А сейчас его, прикинь, всех удивит. Йоу! Я же говорю, сейчас он встанет Ситрак, это, бля, пиздец. Блять, а в Алдане же мне заправиться надо. Мне еще топливо-то ладно есть немножко. Вот он удивит, если подымется. Вообще. Ну, что там? Все, да, приехал. Да, похоже, встал. Ну все, добро пожаловать в наш клуб. Ситрак, он боится педали, он срывает. Вообще моментом я тоже, работал на Ситраке, блядь, это вообще пиздец. А, Я до этой полки долазил нахуй и все, ебаный в рот. Дальше не идет, сука. ай, блин, что делать-то, ребята? Я вот тоже вот на изгиб, туда уже, когда левее она пошла, и все, вот я там встал. Только чуть-чуть не хватило, буквально 10 метров там.
Надеюсь, он не опустит мне седло, когда я буду. Ну все, я максимум поднял. Больше не идет. Бля, может тоже спуститься пониже, дать коксу, блядь. Сейчас, ребят, я попробую все-таки. Шахмат, да? Да, Шахман. Вчера-то я прошел лихо. Там, самый задний, да, стоит? Да, в самом низу. Давай. Так я и говорю, ты мимо меня вчера пролетел, вот я за тобой-то вчера 4 раза, блядь, нихуя не смог. Да, ты говорил. Ты еще ось подвесил, да? Да, подвесил, ага. Вот ты за угол и ушел поэтому. Так, вот сейчас свежий снежок, по нему не скользко. Сейчас мы попробуем газку поддать. А что там саратовский? Справа, да, стоит? Справа, сейчас вот встречка пройдет, фура с легковушкой, и можешь стартовать нахуй. Не, он сейчас Вольво-то спустится. Если бы у меня еще резина была бы нормально. Китайская же, она у меня уже лысая. Лысая же уже. Так, ребят, ну я записываю. Пробуй левое колесо по встречной обочине пускай. Там больше камушков. Да, ладно, понял. Сейчас попробуем. Так, ребята, не поверите, я забрался. Шахманчик, ты красавчик. Вот у меня полная, бля, вообще радости. Фу. Сейчас покажу. Блин, ну там сугробы не зайти. Фу. Я осилил. О! Вчера я просто снимал на камеру. Блядь, не надо было мне снимать. Ну там еще Почта России, конечно, тоже мне. В общем, я спустился до низа практически, потому что там еще внизу такой, вот до него. И там такая типа площадочка, все, я с него начал стартовать, но, блядь, с пробуксовкой. Разогнался до 10-й, что-то в районе 60, что ли, я шел. Потом вот такой резкий подъем налево. Вот там вот у меня уже все, пробуксовка начинается. На 8-й, на последней уже. Я думаю, сейчас, если буду переключаться на 7-ю, то я встану в момент вот этого переключения. О! А, не на цепях. Снега-то, да? Блин, надо туда сейчас нагребу снега. Пошла Вольво. Ну, он на цепях, скорее всего. Сейчас я хочу... Блин! О! Хера тут сугробы. Все для вас, ребята. Смотри-ка, все пошли. Красавчики. А, не на цепях. А, нет, без цепей. Зашли. Киргизы. А вот эта реношка-то шла, он цепи одевал. Да, они на цепях. Обе. Вот слева, видать, ее только ее. Да, она у него слева только цепь. Зашел. Вот они втроем идут. Он Рено Магнум идет. Давай газу! Молодцы. Красавчики! Ну, двухногий, да,
местные двухногие. Короче, видите, вон там внизу машины собрались. Вот это и есть перевал Тит. И вот где вот ряд идет, вот, я еще ниже спустился где-то, но там еще есть такой спуск. Я вот перед ним начал разгоняться. Фу. И вороны летают. Как вам контент? Зашибись, да? Скамеечка вон ползет. А, ничего, двухногие. Нормально, вообще без проблем. Фу. Ну что ж, это все хорошо, но сегодня последний день переправы. Все, стартанул. Ну, сейчас все освободится, стартанул я уже. Сейчас киргизы стояли, посигналил. Все улыбаются, счастливые, поднялись. Ну, понятное дело, как бы вызывает положительные эмоции, что ты преодолел этот подъемчик. Но Тит это же один из подъемов, как бы, коварных. До Тита-то тоже есть. Так. Все, здесь уже у нас будет так лайтовый вариант. Ничего такого серьезного уже не будет. Поэтому спокойно, вроде посыпано. Спокойно едем, но не расслабляем булки, как говорится, потому что гололед есть гололед. Так, горняк вроде держит, но тормозами все равно помогаю. Ну так вот, прерывисто. Не сильно прям постоянно давлю. Нет, нажал, отпустил как бы. Ай, блядь, автомат же, короче. Сейчас механику все. Ну, чтобы не переключалось. О, так. Кто-то за мной уже тоже выдвинулся, да? Кто там, Вольво или кто идет-то за мной? Блин. Сейчас у нас асфальт скоро начнется, там притопим. В общем, все окей. Тьфу-тьфу-тьфу. Без цепей все-таки я поднялся, как и предполагал. Но зараза все равно, как бы, вот эти цепи не вариант. И я сам себя корю в плане того, что не догадался вчера вот на это звено передвинуть не на крайнее, а на второе, там на третье, чтобы она была сжалась поплотнее к колесу. Почему не догадался? Ну, уставший, ночь, считай, темно. Ну, сами все видели же. Но помню и первый раз, вот, когда я начал дальнобойную, когда я не смог подняться на Урале. У меня КамАЗик был. Резина лысая. Я там панику поймал. По-моему, это было все-таки на Урале. И я вот это чувство не забуду, когда ты панику ловишь. Блин, а что делать? Вот такие мысли там. Так, подожди-ка. Что-то скользковато, что ли. Где же я? Да, по-моему, на Урале. И вот это чувство я потом уже, когда сидя анализировал, я понял выводу, что не надо паниковать. Вот когда вот, ребята, если кто из новичков смотрит, вы первый раз ловите вот такую вот фигню, как не смогли подняться на подъем, или где-то забуксовали, или что-то, в общем, не ловите панику, не надо. Спокойно, рассудительно, здраво, мысляще
мыслящий, короче, человек у нас должен быть. Поэтому... Ну я там, на механике ж, да, я там потихоньку, там в подъемчик со шлифовочкой. Все-таки забрался я. Как-то так. Так, какой у нас сейчас асфальт? Чистый, нечистый? Вроде как смотрю, там слегонца-то со снегом. Так, у меня тут печку надо включить, а то у меня что-то запотевает окна. Окна запотевают. У меня автономка-то включена. Потому что я тут перчатки же сушил. И совсем забыл про то, что тепло, главное жарко даже уже. Смотрите, запотело уже. Сейчас включил. Так, надо включить умный ADAS, который на знаки реагирует. Чё? На Эми сидишь, что ли?